Однажды Лао Цзы собрал своих учеников. Это часть традиции дзен. Когда мастер или гуру умирает, он собирает своих учеников, чтобы передать последнюю мудрость. И вот Лао Цзы был на смертном одре. Ему было 83 или 84 года. Вокруг него собрались люди и спросили его: «Мастер, в чем секрет вашей радости?» В своей жизни Лао Цзы столкнулся с массой непростых ситуаций. Его обвиняли в таких вещах, чего он даже и представить себе не мог. Его спросили: «Вы прошли через многое, но вы всегда были радостны. В чем секрет вашей радости?» Лао Цзы ответил: это просто каждое утро, когда я просыпался, я задавал себе один и тот же вопрос: что я выберу сегодня? Радость или страдание?» И так получалось, что каждый день я выбирал радость. Вот и все. Скажите, вы сделали свой выбор? Если каждое утро будет возникать вопрос: сегодня ты собираешься быть радостным или несчастным, каким будет выбор? Вам необходимо совершать этот выбор каждый день. Радость – это не цель сама по себе. Просто когда вы радостны, вы приятны для окружающего мира. Когда вы радостны, вы мыслите здраво. Когда вы радостны, вы не будете делать глупости себе во вред. Нет такого человека, кто никогда не был бы счастлив. Счастье испытывают все, но проблема в том, что люди не могут сохранить это состояние. Не нужно давать себе никакие обещания. Просто используйте эти инструменты, чтобы убедиться, что вы не пойдете ко дну. Сядьте на смертное ложе. Допустим, ваша жизнь подошла к концу. Вы на смертном одре, и завтра вы умрете. Если вы оглянетесь на свою жизнь, сможете ли вы сказать, что она прожита не зря? Занимались ли вы тем, чем действительно хотели заниматься? Не нужно делать это в конце своей жизни. Лучше задуматься об этом в начале. Представьте, что вы на смертном ложе, вы умираете. Представьте, что вы прожили 100 лет. Оглянитесь назад. Была ли жизнь прожита не зря? Занимались ли вы тем, что действительно важно для вас, или нет? Просто большинство людей будут честными только если смерть неизбежна. Иначе они обманывают как себя, так и окружающих. К сожалению, большинство людей говорят правду только под дулом пистолета. Не стоит ждать, пока кто-то приставит к вашей голове пистолет. Представьте его сами себе. Допустим, сейчас я умру. Сделал ли я в своей жизни что-то действительно значимое? Что-то такое, чем я мог бы гордиться? То, что стоило бы потраченной на это жизни. Если вы сделаете это, вы повлияете на свое окружение. Чем бы вы ни занимались, вы внесете свой вклад. Определите 3 вещи, которые сделают вас замечательным человеком. Я не знаю, что вы можете или не можете сделать со своей жизнью. Станете ли вы самым богатым человеком в мире или самой красивой женщиной на планете? Покорите ли вы Эверест или победите в беге на 100 метров? Я не знаю всего этого. Но каждый из вас может стремиться стать замечательным человеком. И никто не вправе лишить вас этой возможности. Ни люди, ни глобальная обстановка, ни экстремальные погодные условия не могут лишить вас этого. Если вы хотите быть замечательным человеком, вас никто не остановит. Сегодня, когда вы вернетесь домой, напишите 3 качества, которые, по вашему мнению, делают человека замечательным. И воплотите эти 3 качества в своей жизни. Не делайте то, чего хотят другие. Сделайте то, чего хотите вы сами. Если вы не сделаете этого, то потратите свою жизнь впустую. Произносите вдвое меньше слов, чем обычно. Говорят, что человек болеет только потому, что не знает, как быть неподвижным.
Просто когда вы неподвижны, вы находитесь в контакте с измерением превыше творения. Так что если вы хотите прийти к такой благости, в вашей жизни должна появиться хоть какая-то неподвижность. Для этого необходимо, чтобы в вашу жизнь вошла определенная степень тишины. Если в данный момент это невозможно, просто практикуйте некоторую сдержанность. Если вы произносите 1500 слов в час, попробуйте выразить то же самое, используя в 2 раза меньше слов. Внезапно вы начнете осознавать все гораздо сильнее. А обычно происходит лишь словесный понос. Если нужно удержать половину слов и выразить тот же смысл, вам нужно быть очень осознанными, иначе вы не сможете сформулировать свою мысль. Просто попробуйте и убедитесь в этом сами. Сколько бы слов вы ни произносили за час, попробуйте сократить их количество в 2 раза. Мир стал бы замечательным местом уже завтра, если бы все поступили так. Оглянитесь на прошедший день. Вот простое упражнение, которое необходимо выполнять каждому. В конце дня сядьте в кровати и оглянитесь на прошедший день, начиная с самого утра. Как вы прожили свой день? Вы увидите, что 90% времени вы занимались ерундой. Если вам дается какая-то незначительная работа, вам просто дают немного ответственности, и вы сразу же становитесь очень важными. Сколько раз вы раздували себя больше самой Вселенной? Если вы задумаетесь над этим, то увидите, что в большинстве случаев вы преувеличиваете свою значимость. Сколько раз вы становились бессмертными, то есть не осознавали свою смертность? И сколько раз смотрели вокруг себя и на окружающих людей безо всякой вовлеченности? Просто подумайте над этими 3 вещами. Вы увидите, что будете смеяться над собой всю ночь напролет. Не нужно плакать. Научитесь смеяться над своей глупостью. И вы увидите, что весь мусор, который вы несете, быстро превратится в удобрение. А удобрение очень важно для роста. Каждый месяц преодолевайте хотя бы одно ограничение. В следующие 12 месяцев сделайте себя такими, чтобы вы не были проблемой в своей жизни. Можете сделать это для себя. Вы этого заслуживаете. У вашей жизни будут проблемы только если кто-то другой вызывает их для вас. А если вы сидите одни, то вы не являетесь проблемой. Сделайте себя такими. Это довольно просто. Начиная с сегодняшнего дня, отбросьте что-то одно, чем вы не хотите быть. Любой небольшой аспект. Каждое полнолуние отбрасывайте что-то еще. Каким бы маленьким это ни было, но что-то конкретное. Например, вы можете сказать себе: начиная с сегодняшнего дня, если я буду злиться, я просто закрою рот и ничего не скажу. Это вполне выполнимо. И проделывайте этот небольшой шаг каждый месяц. Отказывайтесь от того, что вам в себе не нравится. То, что вы считаете ненужным для своей жизни. Каждый месяц отбрасывайте один небольшой аспект. Через 12 месяцев вы станете прекрасным человеком. Вы перестанете быть проблемой. Сделайте это для себя. Вы этого заслуживаете, и это того стоит.